В целях содействия сохранению традиций духовной культуры, семейных ценностей, укреплению связи между поколениями, глава Башкортостана Ради Хабиров подписал указ, которым объявил 2 мая в республике Днем поминовения и почитания. Однако из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 2020 году было принято решение о переносе этой даты на 6 июня. Именно с этого дня все кладбища открыты для посещений и работают в обычном режиме. Аллахның рәхмәте белән менә бүген Шәввәл айында елда безнең халык белән берлектә, туганнарыбыз белән, дусларыбыз белән, якыннарыбыз белән зиратларны җыештыру хәтер көне итеп билгеләнгән 2 май бар иде. Әмма бүгенге көнебездә Аллаһның сынаулары белән килгән шушы дөньяга карата алама дип әйтик, ширләр аркасында кичектерелеп, бүген менә 6 июньгә калды. Ничек кенә булмасын, без һәр вакыт үзебезнең туганнарыбызны, якыннарыбызны, дусларыбызны, кардәшләребезне искә алырга тиешбез. Бүгенге көн белән генә түгел, һәр көнне, һәр вакыт без дә аларның яшәешләрендә белеп һәм белми кылган гөнаһларын Аллаһу субхану ва тааля гафу кичерсен дип, кылган изгелекләрен арттырып, ахыр урыннарын Фирдәүс җәннәтләреннән Аллаһ Тәала насип кылсын дип без телибез, сорыйбыз, ялварабыз һәм Аллаһка тапшырып, Аллаһка тәвәккәллибез. Бүген дә Аллаһка тапшырып, берлектә иншаллаһ зиратларыбызны, каберләребезне җыештырып, дуаларыбызны кылып, иншаллаһ Аллаһу субхану ва тааля хәерлесен кылсын дип, алдагы көннәребездә һәм елларыбызда уңышлы, бәрәкәтле, икмәкле булсын дип, бердәмлектә, иминлектә, тынычлыкта, ыгы-зыгысыз, фитнәсез, сугышсыз Аллаһ Тәала яшәүләребезне насип кылсын дип, илләребез, яшәгән республика, районнарыбыз, авылларыбыз тыныч булсын дип, иншаллаһ дуаларыбыз белән багышлап, Аллаһтан сорап, Аллаһка ялварып, аңа тапшырыбыз. День поминовения на кладбище, расположенном в Нижней Иркиево, начался ранним утром с церемонии чтения молитв, посвященных усопшим. Каждый взял с собой нужный инвентарь, но не забыл о масках и перчатках, а при работе о социальной дистанции. За соблюдением всех мер предосторожности строго следили бригады медиков и участковые. В первую очередь здесь активно взялись за покраску забора. Всего же по району было заменено 1435 метров и отремонтировано 2880 метров ограждений и заборов. Установлено 7 новых ворот. Согласно указу главы Республики Башкортостан от 2 марта текущего года, в республике именно 6 июня текущего года день объявлен Днем поминовения и почитания. В этой связи в районе сегодня организовано общее благоустройство кладбищ, мест захоронения усопших. И более 3000 наших граждан, это и ветераны, это и работники, это и жители, они сегодня выходят на субботники. Таким образом, на территории района из 106 кладбищ 97 будут благоустроены, приведены в порядок. Более 35 организаций сегодня задействовано на данном мероприятии. Каждое сельхозпредприятие, крестьянское фермерское хозяйство на местах также выделяет технику, людей, механизмы, чтобы на территории кладбища были отсыпаны дороги, благоустроены заборы. Все сухая растительность и деревья были вынесены за территорию кладбищ. Кроме того, сегодня ремонтируются ритуальные домики, обновляются туалеты, заново делаются ограждения и красятся ограждения. Это святой день для жителей муниципального района. В этой связи хотел бы всех призвать быть активными, вспомнить о связи поколений, о наших дедушках, отцах, матерях, которых с нами сегодня нет, от наших родных. И, соответственно, всем миром, всем районам организовать такой благородный поступок, благородное мероприятие.
Все сельчане вместе в этот день убирали мусор, косили заросшую траву, подрезали деревья. В большинстве кладбищ был установлен информационный стенд, на котором размещены схемы кладбища, правила посещения, режим работы и информация об известных личностях, героях боевых действий, участниках Великой Отечественной войны, захороненных на кладбище. Республика жетекчисinin kararına yaraştırılışta bugün ауыл халқы özlerinin marhumların hürmet iterge, ziyaratların türklendiriге, onlar bilen söyleşip, onlarga selam verip, onların halini bilirge kildi. Bu halinde bizde köptenden şu гадәткә kirip kalgan, bek matur etip her iki yakında ziyaratında ümeyler uyuşturulalar. Şimdi biz özümüzden alda ötken kabir ehlilerin merhumlarımızın unuturga hakkımız yok. Bigrekte eti enilerimizin, kız hem istivanlarımızın biz alanı her vakitte matur sözler bile matur dualarla iska alıp Allah'ı Teala'da onların ıznaklarına kiruvun sorab dua kılıp yaşayan işin hem de şu ziyaratımızın kabirlerin onların unuturga hakkımız. Nasıl etip yaşasak, hem şu terbiyeni özümüzden kalacak, buğunga birip kaldıra alsak, biz büyük vakitli olur idi. Присоединившись к республиканской акции «Гордимся, помним, чтим», большое внимание илишевцы уделили благоустройству захоронений ветеранов войны и участников боевых действий. Таким образом, санитарная чистка, ремонт и покраска были сделаны на 640 могилах. Здесь покоится прах моего брата Нуриддинова Наиля Абузаровича. Он родился и вырос в этой деревне. Во время службы в Афганистане погиб в 1982 году, 1 февраля. Его могилу стараемся ежегодно покрасить. И сельсовет помогает. В его честь сделали на Эль-Чишмасе. Люди ходят за водой. Там установили памятную доску тоже. Мы должны помнить о тех, кто ушел от нас. Субботники по очистке и благоустройству прошли в 97 кладбищах района. В них приняло участие почти 3000 человек. Было привлечено 84 единицы техники. В итоге илишевцы снова показали свою сплоченность и неравнодушие, воздали дань уважения своим родителям и другим ушедшим. Карабаш ауыл совет территориясында 4 зиярат есеплене. İştirek ауылында, Яңа Күтө ауылында һәм Карабаш ауылында и бер Яңа Күтө ауылында яңа зияратлар бар инде. Халык бу эшкә бик матур килә һәм һәр вакытта актив катнаша. День поминовения и почитания только появился в календаре значимых дат. Это будет особенный день, так как у всех есть близкие, которые уже ушли. Наша память о них должна быть светлой, а вот места захоронений неизменно чистыми и ухоженными.